Короче говоря, я жирненькая. При поддержке группы Vine Video. Сегодня смотрела свои фоточки с прошлого лета. Я себе нравилась, такая секси, красивая прям. А потом заинтересовалась, буду ли я так же красива этим летом. Зимой я не щадила никакую еду, поэтому побежала за весами. Божечки, 50 килограмм. Точно не знаю, много ли это, но подозрение есть. Нашла в интернете формулу расчета жирности. Начала считать. Вес делим на рост, умножаем на возраст, плюс IQ. Итого получилось минус 3,5. Так, мало того, что я жирновата, так еще и гуманитарий. Повезло так повезло. Посмотрела на Михалыча. Он с виду тоже жирненький, но ничего, не переживает. Да и выглядит мило. Просто у него же порода такая. А может, у меня тоже такая порода? Да ну не, я должна быть стройной, как лань, а не тупой, как она. Все, решено, мне нужно худеть. До лета месяц, успею, главное верить. С чего бы начать? Может, перестать откладывать все на потом или хотя бы перестать жрать, как лошадь? Да не, лучше поискать музыку для тренировок. В пабликах про спорт вычитала, что главное много бегать. Ну, бегать так бегать, вопросов нет. Хотела позвонить подруге, чтобы не бегать в одиночестве. Но вдруг она похудеет больше меня. Нет, конкуренты мне не нужны. Оделась в спортивное, сфоткалась, накидала всякие спортивные хэштеги, пошла бегать. После первого километра потрогала себя за талию. Ну, вроде уже худее, килограммов 49, наверное. Довольна собой. Побежала на пляж. Там и воздух полезный, и фотки поярче будут. Но единственное, что я получила в итоге, это песок в кроссовках. Ладно, вернусь на пляж уже в купальнике и стройная, а пока что сюда не ногой. Бегать мне понравилось. Время от времени трогала себя то за ногу, то за талию и убеждалась, что я худею. А потом я оказалась в непонятном дворе. Такому меня жизнь не готовила. Походу начался конкурс по спортивному ориентированию. Впереди был железный забор. Может, меня специально заманили в тюрьму для толстых? Так, кто-то сейчас будет плакать. Я оглянулась, поняла, что никого рядом нет, и этого никто не увидит, так что плакать смысла нет. Начала думать. Ну, не то чтобы прям думать, просто застыла на месте и прищурила глаза. Я так в фильмах видела. Но на помощь мне пришли мультики. Мультяшки никогда не пытались пролезть через решетку, которая намного шире них. Но я же не тупая. Решетка и вправду стояла широко. Пролезла голова, пролезет и остальное. Но что-то пошло не так. Толстая попа меня предала. Настя застряла в заборе. Больше всего было стыдно перед спасателями. Лучше бы дома сидела. Короче говоря, я жирненькая. Привет, ребятки! Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить свои пальцы вверх и подписываться на наш канал. А также пишите в комментариях, были ли у вас какие-то ситуации, за которые вам стыдно. Пока!